Карпаты мне напоминает. Карпат тоже вот так же. Да-да, похоже на Карпатские горы вот это. Вот так же едешь по Карпатам, тоже вот так же всю дорогу. Влево-вправо, и вот такие камни, вот такие пейзажи. Похоже, да, похоже на Карпатские. На Закарпатье. Все то же самое, да, прям один в один. Прям, блин, вылеты на 100% то же самое. Прям вот вам видео с Карпат бы снять, если можно было туда ездить. И вот это вы бы даже не отличили. И снова дорога, еще бы немного, и сон одолеть до конца. Равнины и горы, дорожные споры, добраться к утру до кольца. А там передышка, разгрузка, нервишка, чайку и беда не беда. Господь нам в подмогу и друг на дороге не бросит, поможет всегда. Судьба дальнобойщика понятно не каждому. Когда тебя ждут, вот это и есть то самое важное. Судьба дальнобойщика с надеждой и рисками. Нам нужно лишь то, чтоб верили в нас родные и близкие. Вот оно развитие вот Забайкальского-то края. За фермой-то, видите, карьеры. Видите? Вот так они тут развивают. Ни хрена тут ничего, никакого развития. Я говорю, они в каком-то прошлом тут находятся все. Ничего, я столько времени еду, я ничего нового ни разу не видел. Вот что-то вот видно, что новое. Вот деревни, посмотрите. Там половина домов-то уже не... Он без окон, без дверей, половина поселка стоит. Какое там нахрен развитие? Люди-то бегут, что тут делать-то? Это вот поворот на населенный пункт Шилка. Смотрите, какая очередь стоит на заправку. Это вот там заправка Роснефть. И вот туда, чтобы заправиться, нужно очередь, смотрите, какую стоять. Вот там стоят машины, это все вот на заправку. Все, что здесь машин стоят, все на заправку стоят. Вон они, видите? И с той стороны, и с этой стороны люди стоят. Они даже заправку здесь не могут нормальную сделать. Лишних колонок поставить. Это очередь, говорят, здесь каждый день. Каждый день здесь стоят люди в очереди, ждут, чтобы заправиться. Время свое теряют. Вон, видите, как живут. Все разбито, все разрушено. И все равно как-то умудряются они там жить. И вот вся деревня такая, вон едешь, смотришь. Просто беда. Какой-то, я не знаю, это такое ощущение, что вот на самом деле это вот... Еще во время революции я нахожусь в 17-м году. Это все вот в этом время-то и все тут построено. Это у нас вот подъезд к Чернышевску. Сейчас вот у нас город Чернышевск будет. Смотрите, дорога-то. Опять асфальт куда-то делся. Украли асфальт у них. Вот как можно здесь ездить-то и молчать об этом? Просто все тащат отсюда, все эти полезные ископаемые. Взамен-то чего?
А взамен вот чего. Плохие дороги, нищее население, которое не может себя ничем обеспечить, судя по тому, как они живут там, в шалашах в этих бумажных. Это вообще ужас какой-то. Какой-то ужас. О, видите, едем. Это вот это нормально, смотрите. Федеральная трасса. Амур. Так это только, оказывается, начало. Вон там дальше, это вот, сейчас опять он кончится, асфальт-то. Едем, вон вдалеке-то. Вижу, что его опять нету. Это вот местные едут. Я говорю, они привыкли уже местные-то. Я не знаю, как можно привыкнуть вот в жопе жить. Никто ведь хорошо жить даже не хочет, не пытается даже вообще. Видите, забор-то вот этот для чего? Эти заборы стоят для того, чтобы зимой вот снег на дорогу не летел. Специально такие откосы сделал, чтобы он перелетал через дорогу. Здесь у них принято здороваться друг с другами. Дальнобойщик с дальнобойщиком здоровается. Все руки друг другу поднимают. Раз какая ямища. Опа. Так все видно сразу, начерчено. Вон там еще одна. Там хоть знак стоит. Здесь даже знаков не было. Вот, видите как? Раз. Вот. Раз. Как труба вот лежит через дорогу. Все, там этот, яма. Вот видите, вот здесь опять труба. Вот мосток. Все, вот труба, вот яма. Оп. Короче, мостовиков-то здесь всех надо рассчитать и новых нанять, и научить их работать. Эти мосты строить. И они вообще тут, короче, забили по полной программе. Вот, вам, смотри, опять труба лежит. Вот. И вот она, яма. Оп. Опа. И вон еще. Смотрите, сколько труб тут. Вот, смотрите, сколько труб. И у каждой трубы яма. У каждой. Вон труба, вон труба. Вот. Раз. Опа. Вот она, видите? Я говорю, этих всех, тот, кто вот этим занимается, их всех оттуда поганой метлой. Их надо рассчитать без этих. Даже не выплачивать ничего. Вот эту всю зарплату им вот сюда надо выплатить. Чтобы они здесь вот асфальтом свои деньги положили, все нормально сделали. Сделали тяп-ляп, ушли. Че же вы такие специалисты-то не понимали, что у вас здесь асфальт вот этот просядет здесь с этим. То, что вы там внизу-то под асфальтом наложили. Вон, ни хрена себе подлетел джип-то. Он на наш от земли колеса-то у него оторвались. Смотрите-ка. Это идиотизм какой-то. Я говорю, они тут черпают ископаемые. И я 100% уверен, что там работают на этих заводах, кто там это добывает, кто-то все там занимается, все не местные, все вахтовики. Местные-то вон они, если бы они тут работали, они хоть жили нормально. А они тут вон, чтобы себя прокормить, они вон животных растят везде. Под них животные везде. Нигде я столько животных не видел, как здесь. Заборы вот эти, первый раз такие вижу тоже. Они тут сами, что ли, их придумали. Везде же, в принципе, снег-то переметает. Но вот такой истории нигде я ни разу не видел. Вот, смотрите, это вот новый асфальт. Только положили, еще разметку не рисовали. Посмотрите на асфальт-то. Он уже в колеях. Мы едем, в некотором месте уже колеи. Уже продавили. Так они еще дорогу-то не сдали. Уже продавили асфальт. Вот тут чего? Че спрашивать? Откуда у них тут будут хорошие дороги-то, если они не могут нормально сразу изначально сделать? Сваливают они, что качество асфальта. Так че же вы не сомневаетесь, что у вас здесь такой тоннаж сейчас ходит? Значит, качество асфальта надо по-другому поменять. По-другому ложьте. Добавьте в этот асфальт что-то другое. Пойдите в Китай съездите. У китайцев спросите рецепт асфальта, который в Китае-то ложат. Что-то у них там машины-то ездят, ничего у них не продавливается. По 10 раз в год они дорогу-то не делают, нигде не ремонтируют ничего. Не пора ли нам съездить дорожникам-то нашим, не пора ли отправить на стажировку в Китай, чтобы они посмотрели, как Китай дорогу делают? Ну да, смысл-то.
Это невыгодно будут делать-то. Там же надолго сделают-то. Нам нельзя надолго-то. Нам надо постоянно деньги с дороги-то получать. Вот он, новый асфальт. Вот они там ложат. Я говорю, сейчас проедем и уже колеи одни. Вот мы сейчас проехали. А смотрите, видите у них как. Прекрасно. Промышленность какая-то. Засирает. Засирает Забайкальский край. Вот видите, проехали только один ремонт. Раз, сразу следующий знак. Я говорю, тут вся дорога. Вот как я с Щиты выехал, так вот вся дорога. Указатель на указателе. Один кончается, следующий начинается. Один кончается, следующий начинается. Вся дорога в ремонте. Вся. Я рад этому ремонту. Рад, что они делают. Я не рад, чтобы они делают некачественно. Они делают вот на месяц. Максимум на 2. Вот смотрите опять. Ехали, раз. И асфальт кончился. Вот он, ремонт дороги. Вот они ее отремонтировали, походу. Я говорю, при Союзе, вот Сталин-то бы к стенке, мне кажется, поставил бы каждого. Вот этого. Прям бы тут строить даже некого. Тут бы всех бы расстреляли. Они бы бегали по горам-то, прятались, эти дорожники. Начальство-то вот это, дорожные. Федеральная трасса. Содержать не могут они ее. Значит, надо забрать у них других, поставить сюда, кто сможет ее содержать. Это я бы назвал не Забайкальский край. Это называется пыльный край. Самый пыльный край России. Что не еду в жилище, что не еду, дышать нечем. Что не ремонт, то все. Асфальта нету. Щебенка, пыль. Я говорю, все жалуются, все плюются. Вот сейчас в рацию, все прекрасно слышали. Все недовольны ездят. Но ездят. Смешанная с пластмассой, какой-то хуйня там, я не знаю. Плотность просто, уебища. То есть этот битум можно слить там при 90, при 80 градусов. Тот уже не сливался при 110, при 115 уже невозможно слить. Добавлен пластмасс. Сейчас опять начали старый битум заливать. От того отказались все. Не знаю из-за чего, может из-за того, что, блядь, разваливается этот асфальт сразу, хуй его знает. Битум, он вообще же заливается 220 градусов. И слить его можно только при 170 градусах. А все, что вот это 90-60 градусов, это МГО, это говно ебаное. Вот из него и хуярит асфальт. Это, блядь, экономия нахуй просто-напросто и все. Там фракции тоже вот кто на битуме ездит, он знает 60 на 90, 90 на 120. Это все равно 400, 200 и 500 цемент, когда кладку ложишь, добавляешь же. Ну это все понятно, он же идет тоже, там же свои пропорции, он идет 100 на 30, допустим, или идет 70 на 80, там, не помню, 6 что ли, блядь. То есть он разный, ты правильно говоришь, но 220, во-первых, тебе его никто никогда не зальет, никакой завод, потому что завод он тоже, тот же Роснефть, им вообще похуй. Вот я прошлый рейс должен был на Бесяку идти, а доехал только до Тынды, нахуй. Сделал, скинул заявку, в Тынде меня слили. Залили, блядь, 150 градусов, говорит, езжай на Якутию, ни форсунок, ни хуя. Я говорю, вы что, ёбнулись? Ну и все, до Тынды дошел, кое-как слился, нахуй. Мне 215 заливали в бочку, это Башнефть была в Уфе. Сейчас она, конечно, тоже уже с нефтью. Там похуй было. Там еще сделают, зальют так, что у тебя, блядь, бочка, там половина воды, нахуй, битум выпрыгивать начинает, нахуй. По парку нихуя никто не делает на машинах. Потом прыгать начинает, а химию у них попросишь, нихуя, 1,5-2-3 рубля.